Меры по улучшению водоснабжения в регионе, оповещение призывников на срочную службу, сбор гуманитарной помощи в Курскую область и ряд других вопросов обсудили сегодня в правительстве региона. Там прошло еженедельное совещание под председательством премьера Владимира Сластенина. Также с докладом о проводимой работе по мониторингу информационного поля в сети интернет выступил руководитель Центра управления регионом Берс Банхаев. По всем вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. В Карабулаке капитально отремонтируют центральный стадион. Работы ведутся по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Планируется увеличить вместимость стадиона до 300 мест, произвести замену покрытия на баскетбольной площадке и реконструкцию входной арки. Также появятся новые раздевалки и раздельные уборные. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств. В Министерстве транспорта определили форму и порядок оформления единого транспортного документа. Он объединяет в себе всю необходимую информацию о грузоперевозке. Документ предназначен для фиксации данных о грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике, характеристиках груза и условиях транспортировки. С 1 сентября этого года единый транспортный документ станет обязательным для всех видов грузоперевозок внутри страны и на экспорт. Помимо этого предусмотрен переход на электронные формы документации, что позволит автоматизировать процессы и снизить издержки. Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить вступление в политические партии с 16 лет. Сейчас членами политической партии могут стать только совершеннолетние россияне. При этом с 16 лет у подростков есть возможность заключить трудовой договор, и с этого же возраста наступает административная и уголовная ответственность. По мнению авторов документа, это позволит вовлечь в общественно-политическую жизнь больше молодежи. Предстоящий учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщается в телеграм-канале Министерства просвещения России. Ведомство направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса. Меры помогут унифицировать подходы к обучению, соблюсти санитарные нормы и предотвратить переутомление школьников. Согласно рекомендациям, обучение можно организовывать как по четвертям, так и по триместрам. Летние каникулы продлятся с 27 мая до конца августа. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не меньше 7 дней. Для первоклассников рекомендовали предусматривать дополнительные недельные каникулы в феврале. Дачникам запретят вести бизнес на участках, расположенных в садовых некоммерческих товариществах. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября. Согласно документу, садоводы не смогут заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, за исключением огородничества. Незаконным, в числе прочего, станет открытие на участках хостелов, автосервисов, складов, магазинов, питомников и прочих объектов, которые не подходят под определение для личных нужд. Аферисты часто используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, при сканировании которых денежные средства автоматически поступают на счет злоумышленников, сообщили в пресс-центре МВД России. Как указали в МВД, чтобы не стать жертвой такой мошеннической схемы, необходимо проверять источники QR-кодов и не сканировать их из сомнительных источников. Также рекомендуется смотреть, куда ведет ссылка. Кроме того, россиянам посоветовали не вводить без необходимости банковские и личные данные.